Активисты общественной организации «Харахакалак», куда входят архитекторы, художники, юристы, инженеры-строители и представители других профессий, обеспокоены проблемой градостроительства и архитектуры столицы. В частности, на пресс-конференции речь шла о проблеме стихийной застройки высотными объектами на исторической части города. Предметом обсуждения стало строительство одного из таких зданий на Сухумской набережной. Хочу подчеркнуть, уже не первый раз, но, к сожалению, это важно. Мы не политическая группа, не представляющая ничьи интересы и никем не финансируемая. Собравшаяся исключительно на теме заботы об облике нашего города. Мы собрались сегодня здесь, потому что перед городом стоит действительно такая очень острая проблема. Эта проблема, она возникла и наблюдается уже большое количество лет. Но сейчас на центральной набережной выросло уже, к сожалению, высотное здание, которое нарушает вот те главные правила, по которым должен строиться город. По мнению активистов «Харахакалак», город должен развиваться комплексно и необходимо задать вектор его долгосрочного развития. Строительство в прибрежной зоне требует профессионального подхода, а отсутствие градостроительной концепции приводит к хаотичной застройке города. Опасно такое строительство тем, что, во-первых, мы можем лишиться какой-то архитектурной, если хотите, ландшафтной целостности нашего города. Мы рискуем потерять аутентичность нашего города. Подобное стихийное застраивание может привести к функциональному дисбалансу территорий. То есть мы не понимаем, где будет наибольшая концентрация жилого сектора, рекреационные зоны, где будут у нас все-таки оставаться общественные пространства, зеленые парковые зоны, что надо добавить. То есть при таком хаотичном подходе, неконцептуальном, мы, к сожалению, можем потерять вот это вот плановое видение нашего города. И у каждого города есть свои природные ограничения. Это сложность рельефа, так называемая орография нашего города, неоднородный рельеф. Это сложность геологических условий. Наши грунты отличаются неоднородностью, особенно в прибрежной зоне, особенно в исторической зоне. Они относятся к сложным, категории сложных грунтов. Это неустойчивые грунты. Встречаются торфы, торфяные грунты, что предъявляет высочайшие требования проектировщикам, конструкторам и строителям при закладке и выборе фундамента. Еще одним фактором сложности строительства прибрежной части являются сейсмические условия. Индекс сейсмического риска здесь составляет 9 баллов. Кроме того, город подтопляется паводками, поэтому системы водоотведения и ливневки должны быть грамотно спроектированы. Все эти факторы должны быть учтены перед планированием строительства, отмечают члены общественной организации «Харахакалак». И исторический центр, тот, о котором идет речь сегодня, он был спроектирован и заложен задолго до появления современных конструкций. Соответственно, эти сети и коммуникации не рассчитаны на такую нагрузку. Грубо говоря, если посмотреть на фотографии, на наши кадры, видно, что вместо 2-3-этажных зданий появляются 9-10 этажные комплексы, которые резко увеличивают нагрузку на инженерные сети. Это канализация, это электрические сети, транспортная нагрузка, парковки, транспортный коллапс. Город не рассчитан на такое количество автомобилей в одном месте одновременно. То есть комплексный подход, градостроительный план как раз таки говорит, что город нужно зонировать так, чтобы у всех было свое место. И в случае каких-то пиковых нагрузок возможно была возможность рассеять эту нагрузку. В отсутствие градостроительного кодекса говорить о контроле и регулировании застройки в столице не приходится. Активисты «Харахакалак» ссылаются на решение Сухумского городского собрания от 12 ноября 2009 года. В данном решении говорится о том, что высотность зданий от улицы Титова до реки Басла и
до железнодорожного полотна, то есть вот этот прямоугольник весь, не может быть выше 16 метров. Пожалуй, здесь стоит согласиться с тем, что это достаточно большой объем, и поэтому говорить, что везде это строительство запрещено, ну, наверное, будет неправильно для развития города в первую очередь. Но на сегодняшний день это единственный документ, который нам позволяет ограничить этажность в центральной исторической части города. Объекты, которые имеют огромное значение для города, они должны обсуждаться на общественных слушаниях и выноситься на обсуждение в компетентный орган. Сейчас городсовет не обладает такими полномочиями, чтобы он мог запретить или разрешить какой-то объект к строительству. Мы бы хотели, чтобы у городсовета был более понятный, более обширный спектр задач и компетенций, чтобы мы могли с помощью градостроительного совета контролировать качество архитектуры, которая будет строиться в Сухуми. Во-первых, каким образом? Если речь идет об объектах, которые находятся в зоне значимых объектов в зоне исторической застройки, вот приведем пример, что здание, строящееся на набережной города, оно захватывает своей 50-100-метровой зоной, радиусом, захватывает несколько объектов историко-культурного наследия. Сейчас охранных зон у этих зданий нет, но если бы они были, для того, чтобы обосновать строительство в этой зоне, нужно было бы учесть и охранные зоны, и перспективные виды по улицам, и высоту и панорамный вид с моря, который тоже может быть под охраной. И все эти моменты сейчас мы упускаем, а в будущем не будет возможности это уже вернуть обратно. Между тем, Генеральной прокуратурой проводится проверка на предмет законности строительства многоэтажного капитального здания в столице по адресу Когони 11. Активисты общественной организации «Харахакалак» в ближайшее время намерены провести круглый стол с привлечением представителей профильных ведомств, а также депутатов городского и народного собраний. Алика Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.